Ну, я скажу таким образом, что на самом деле вот за время правления или за время президентства Зеленского, ну, я не скажу, что что-то было сделано в противоречии, скажем, нашей деятельности, но, во всяком случае, я не вижу ничего конкретного, что могло бы было бы сделано для того, чтобы урегулировать вопрос и по крымско-татарскому народу, и урегулировать вопрос или начать хотя бы предметную работу по, скажем, вопросам деоккупации. Потому что вот сейчас вот то, что была речь о стратегии, ну, во-первых, если помните, президент Зеленский заявлял и создавал Совет реформ. Он распустил Конституционную комиссию, и, соответственно, он создал Совет реформ и поручил Совету реформ до декабря 2019 года разработать законопроекты и стратегию. Но в декабре 2019 года мы увидели, что ничего не было, ничего не сделано. Сегодня мы слышим ряд заявлений о том, в том числе и от представителя президента Автономной Республики Крым, что ведется работа над стратегией и так далее. Но я скажу так, я на самом деле задавал предметно вопросы поэтому, в этом направлении. И скажу следующее, что насколько мне стало известно, вот буквально на днях, вроде бы Рада национальной безопасности и обороны начала или работает над стратегией. Мгм. Какая там рабочая группа создана и каким образом, но вроде бы речь идет о том, что готовы привлекать представителей общественности. Я думаю, обязательно должны привлечь и междискомскатарского народа. Но напомню еще о том, что в 2015 году я входил в экспертную группу при РНБО, и тогда были наработки. Может быть, речь идет о тех наработках, которые были еще в 2015 году. Но хочется уже на шестом году оккупации видеть какие-то конкретные Конечно. результаты.